Поверить сложно, но никогда это сейчас уже обветшалое здание было самой большой больницей в Таласской области с середины 80-х. Именно тогда она была построена. Сюда съезжались пациенты со всего региона. В больнице работали специалисты разного профиля, функционировали все отделения. С 2005 года здание заброшено. Не все. Небольшая его часть теперь ЦСМ. Джергала Шербекова работала лаборантом еще когда больница только-только открыла свои двери. Она вспоминает, что здесь функционировали даже специальные лифты для лечения пациентов, были созданы все необходимые условия. Бұл больница уағында ең жақсы компактный больница болчу. Здесь были отделения травматологии, урологии, гинекологии и реанимация. 15 лет назад больницу закрыли, хотя все было хорошо. Часть теперь в селе Чат-Базар, другая в Таласе. Я осталась работать в ЦСМ. Отмечая большое значение этой больницы, медперсонал неоднократно обращался к правительству. Проблема все эти годы оставалась открытой. Медучреждение накануне в рамках рабочей поездки посетил президент Сооронбай Жээнбеков. Даяр больница. Қанша орынды бола ма? 160 орындық тем более. Ал эми айтты. Буну 360 салат. 360 кылабыз. 360 салат. Чоң больница. Ал бул жерде бүт бардыгы сөмү жакшы экен. Только тоноп уурдап кеткен бардык калты каралбай калганда. 2005 алган 15 жыл болду. 15 жыл болду. Анан айтып бул кырмызына. Муну бүтүрөбүз. Муну башта. Ертеңден бастап мен өзің келіп көре бардым. Специалист жөнөтүп, бирок сапаттуу болчу, сапаттуу. Осмотрев здание, глава государства поручил соответствующим госорганам отремонтировать его. И кроме этого напомнил правительству провести ревизию заброшенных зданий в регионах для реконструкции и перепрофилирования их под современные больницы. Жээнбеков Сооронбай Шарипович келип, кечээ күнү ушул жерди көрүп, анан бизге жакшы жаңылык. Глава государства лично осмотрел здание больницы, сказал, что здесь обязательно будет проведена реконструкция. Для нас, медперсонала, это особенно радостная новость. Уже составлена смета расходов для стройкомпании, объявлен тендер. Быйыл 2 айдын ичинде бүтүрүп, Талас элине бергиле деп. Проект был создан в прошлом году. Ориентировочная стоимость составила чуть более 60 миллионов сомов. Компании, участвующие в тендере, готовы полностью отремонтировать здание за 47 миллионов. Президент при посещении этого здания накануне сообщил, что средства будут выделены. Здесь полностью заменят кровлю, укрепят фундамент, снесут аварийную стену. Завершить реконструкцию здания планируют уже в сентябре. А в селе Таш-Арык к открытию готовится детсад. Его строительство было начато в 2015-м. Спустя 2 года было приостановлено. Дошкольное учреждение вместит до 240 детей. Это первый современный детсад в округе. Здание двухэтажное. Предусмотрено все для качественного дошкольного образования. Сами дети уже с нетерпением ждут его открытия, как только завершится карантин. Такие детсады – большая редкость не только в регионе, но и по всей стране. 3 айыл Таш-Арык, Орта-Арык, Акжар 3 айыл караштуу, бирок ушул убакка чейин 3 айылда тең бир дагы бала бакча болгон эмес. До этого дети получали дошкольное образование дома. Кто-то водил своих детей в соседние села, но это большое расстояние. Теперь же дети сразу из 3 близлежащих сел могут ходить в этот детский сад. Сооронбай Жээнбеков в бытность премьер-министром, напомню, уделял особое внимание завершению недостроенных соцобъектов, особенно в регионах страны. Этот детсад в числе других социальных объектов находился под его особым контролем. Позже, уже будучи главой государства, в рамках рабочей поездки в Таласскую область, он обращал внимание на необходимость скорейшего завершения строительства детсада. Президент не раз отмечал, что строительству медучреждений, детсадов и школ в регионах и впредь будет уделено большое внимание. Аяна Дюшикеева, Ильдар Асанбаев, Ала-То 24, Таласская область.